давайте оценим, товарищи, исключительный цинизм, да, исключительный цинизм. То есть вот эта организация по ликвидации здравого состояния в мире, так, она, собственно, ее рекомендации стоят за уничтожением жизненных ресурсов людей, и она говорит, давайте будете зарабатывать производством масочек и творческую фантазию, простите. Вот. Нигде они не говорят, что эти маски помогают предотвратить заражение, но давайте будем их все носить. Так, теперь вопрос вирусов, да? Вирусов. Что говорит Охранота? Есть вирусы, на них надо антитела. Ну, это как бы полный бред. Вот это противоставление. Антитела против вирусов. Антитела против вирусов. Да? Это бред. Это полный бред. Так. Антител много, товарищи. Полковник Супотницкий подробно рассказывает нам тут, какие есть виды антител, виды их действия. Есть антитела, которые оказываются губительны. Так. Есть антитела, зависимое усиление инфекций. Так. То есть не существует чего-то вот этого, то, что нам пытались насадить, значит, Минздрав, значит, Минздравы союзного государства тоже некий коллективный иммунитет, титры антител. И Супотницкий говорит, да, мы можем определить количество антител, содержания в крови и биохимический состав их. А как они функционируют, это, во-первых, вообще будет индивидуально в каком организме, а разновидностей их великое множество. А то, что непроверенная вакцина, которую иначе как Ширялова не назовешь, делает, это вообще непредсказуемо. И вреда будет наверняка больше, чем пользы. То есть нету никакого противоставления. Даешь антитела против вирусов. Вакцина должна проходить несколько лет. А несколько лет не может против вируса проходить вакцина. Потому что штамм короткотечный. И как сказал господин Гинзбург, спутник был в начале, а сейчас эффективность упала в 10 раз. Так это называется очень просто. Это, как говорится, как еврейская поговорка, от мертвого осла уши, запеченные в лапше. Так? В 10 раз она упала. Подождите, а зачем вы ширяете всех чем-то, что упало в 10 раз? Спасаясь от трехдневной простуды, как великолепно сказали на ЭТН, значит, вот, 1,5 недели назад. Дошло, называется. Селедка действовать начала. Вот. Что говорят конспирологи? Конспирологи говорят, вирусов нету. Некоторые конспирологи. Реально. Никогда бы не поверил. Так? Ну нет, ну от бабки, ну это бабка, она как бы образ такой. Но в Советском Союзе нет неграмотной бабки. Все советские люди получили образование, читать, писать, знают основы географии. Никто вообще не представляет какое-то уникальное явление в нашем мире. Да? Это я 30 лет жил в Израиле, где как бы, евреи, известны как люди, у которых интеллект как бы в сторону плюса, а не минуса, да, и он никуда не делся. Но народ дебилизирован отсутствием образования системного, так. Люди, если они не имеют высшего образования, не в состоянии написать на родном языке короткое предложение без ошибок, так. Вот. Значит, нет таких неграмотных бабок у нас. Но, так, про полуграмотных я бы не говорил. Но человек с высшим образованием, айтишник с высшим образованием, который был одним из активистов противостояния коронабесию, сказать, в доверительном разговоре на полном серьезе говорит, а вирусов нет, их придумали. Я говорю, извиняюсь, я в мединституте учился, вот там были фотографии, да, с электронного микроскопа, тогда были здоровенные электронные микроскопы, целая комната, как компьютер там был, целое здание, да, там всякое такое было. И уже они вот выявлены, уже много десятков лет их изучают, полковник Супотницкий, вот эти коронавирусы рассказывают, Пасков нам рассказывает, в основном они у домашнего скота проблема с ними, так, ну и вывелись популяции, которые человеку передались, там все это вот Юго-Восточной Азии, кишащие всякими
ползучими, летающими, которых активно идут, и у них в этом контакте вырабатываются новые, значит, популяции штаммов вирусов, которые поражают и людей. Нету вирусов. Говорят, тебе в учебник что угодно подмалюют, типа это все, в общем, придумали вирусов. Вирусов не бывает, да. То есть, ну, как бы бред, да. То есть, с одной стороны, бред, значит, вот этого тупого, кондового, чугунного, значит, понимания каких-то мантр, заброшенных психотоксичной пропаганды. Даешь антитела против вирусов, да. С другой стороны, вообще вирусов нет, скажем, да. Ну, это один из вариантов конспирологии. Другой вариант, как я сказал, что гады, значит, англосаксы придумали такой вирус, чтобы все человечество выморить. А их, ну понятно, им не жалко, свое население это им точно не жалко. И в Соединенных Штатах поширяли этим Pfizer'ом, конечно, не в таких масштабах, как Израиля, нагрузка, вирусная нагрузка, да, ширяльская нагрузка, но тоже, им не жалко своего населения. Но хозяева жизни тоже их не обойдет, их смертельный вирус не обойдет. Ковидом они без Широва поболеют себе спокойненько, да, как мы видели там все, значит, паханы ЕС на фотографии, да, значит, все намордованные. А рядом кто-то снимал видео небольшое. Оба! Фотограф, значит, который в конце саммита заснял, отошел в сторону, и все оба! Поздирали себя там эти самые, и давай дальше на прощание ручкаться и обниматься. Вот. Потому что они-то знают, что нету никакой опасной пандемии, что это психодемия, которую они замутили. А если они замутят такое, что им там... Они-то знают, что памперс на рыле не спасет от смертельного вируса. Так они это не замутят. Да. Это то, что как бы касается, да, здравомыслящие что говорят? Есть вирусы. Давайте посмотрим, сколько от него помирают, где и как. Давайте посмотрим числа. У нас здесь уже опыт смертельной вирусной эпидемии САРСа. Давайте сравним показатели смертности. Давайте послушаем, что говорят независимые врачи. И, соответственно, будем это дело воспринимать. Вот. То есть, как бы, вот эти три типа. И когда мы их сейчас сформулировали, каждый из нас может смотреть на окружающих и смотреть, кто из людей относится к какому типу. Подчеркиваю, мы ведем речь только о законопослушных граждан. Да? Ну, понятно, что не все здравомыслящие всюду имеют возможность, как бы, высказаться, да. Но тем больше честь и хвала людям, которые не побоялись